Цифровой рубль – новая электронная российская валюта, которая выпускается в качестве альтернативы классическим наличным и безналичным деньгам. Цифровые могут быть использованы для любых транзакций и по стоимости эквивалентны обычным рублям. То есть 1 рубль цифровой имеет такую же ценность, как и его металлический аналог. Основные положения закона о цифровом рубле вступили в силу 1 августа 2023 года, а его внедрение будет проходить поэтапно. Сначала в рамках пилотного проекта планируется отработать с банками базовые операции: открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13 банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться по оценке Банка России на горизонте 2025-2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля, наличные, безналичные, цифровые, будут доступны. И выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами. Цифровые рубли хранятся на кошельках граждан и компаний, которые открываются на платформе Банка России. Операции с цифровой валютой проходят на этой платформе. При этом доступ к кошелькам будет через привычные дистанционные каналы, мобильные приложения банков и интернет-банки. Пополнить кошелек, совершить перевод, оплату в цифровых рублях можно будет через приложение любого банка, не обязательно того, через который открывается кошелек. То есть у человека появится возможность удобнее распоряжаться своими деньгами, не зависеть от тарифной политики банка. Пополнить цифровой кошелек со своего счета в банке можно будет на 300 тысяч рублей в месяц. Мы такой лимит собираемся установить. Никаких других лимитов нет. При этом переводить другим людям цифровые рубли, получать переводы можно без ограничений на любые суммы и без комиссий, как я уже говорила. И это повысит конкуренцию среди банков. Они будут активнее бороться за деньги клиентов, создавать новые инновационные сервисы, развивать свои программы лояльности. Во-вторых, цифровой рубль даст и новые возможности и для бизнеса. Бизнес сможет экономить на приеме безналичных платежей. Плата за прием в цифровых рублях по всему кругу товаров и услуг для продавцов будет в разы ниже, чем сейчас эквайринговая комиссия, всего 0,3%. Цифровой рубль и криптовалюта – это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. Цифровой рубль – это национальное денежное средство, и выпускать его будет Банк России на своей платформе, которая создавалась с учетом всех необходимых уровней обеспечения информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Оператор платформы – это Банк России. То есть Банк России несет обязательства перед пользователями за операции с цифровым рублем, за сохранность средств в цифровых кошельках. И все эти операции, остатки средств в цифровых кошельках будут защищены банковской тайной точно так же, как обычные банковские счета. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи его участников. Удобное и легкое пользование, понятные платформы, выгодные условия переводов для частных лиц и бизнеса. Цифровой рубль имеет массы плюсов, отмечают в Центробанке. Кроме того, в перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться там, где нет интернета. Мы приняли решение, что операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Люди смогут переводить цифровые рубли без комиссий. Сейчас бесплатные переводы гарантированы до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей, но за суммы свыше этой суммы банки берут комиссии. Тотальный контроль, легкий взлом кошельков, перенаправление личных накоплений. Много фейков и паники создается вокруг цифрового рубля. Злоумышленники, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются запугать граждан потерей денег, предложить уникальную возможность использовать цифровые рубли на выгодных условиях. Мошеннические схемы, как правило, классические. Например, безопасный счет или спасите ваши деньги. Поэтому жители призывают быть бдительными. Важно подчеркнуть, что никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, к гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями мошеннические.
Управляющий региональным отделением Центробанка также прокомментировал размещение данных в единой биометрической системе, что должно позволить гражданам получать услуги с ее помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации. Не позднее, чем за 30 дней до передачи данных в единую биометрическую систему, банки обязаны уведомить об этом своих клиентов. Регистрация в единой биометрической системе осуществляется исключительно на добровольной основе, поэтому клиенты вправе отказаться от такой передачи. В случае отказа биометрические данные клиента будут удалены. С 1 июня 2023 года регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организации запрещена. Сейчас банкам и другим организациям необходимо передать накопленные в их системах биометрические персональные данные своих клиентов в единую биометрическую систему. Муслим Ганиев, Новости 24.